проходит третий российско-кыргызский бизнес-форум. И нам удалось собрать большое количество гостей с Российской Федерации. Приехали очень много крупных бизнесменов. Это производственные компании, фармацевтические компании, промышленные предприятия, финансовый сектор, руководство крупных российских банков. Прежде всего, это налаживание конкретных связей между российскими предпринимателями и киргизскими предпринимателями для того, чтобы возник профессиональный диалог. Рынок для нас очень перспективный. Киргизия для России является стратегическим партнером, поэтому выстраивание таких связей является для нас безусловным приоритетом. Результаты этого форума оказались выше планированных. Было подписано 13 документов. Это живые контракты, которые позволят нашим предпринимателям не только углублять сотрудничество, но и реализовывать совместные инвестиционные проекты, так и экспортные контракты в нашем рынке. В сфере энергетики, сельского хозяйства, переработки, туризма, цифровизации, дата-центров, электронная торговля, трансграничная торговля, что хотите. Все спектры экономической деятельности и бизнес-деятельности у нас должны быть раскрыты в полной мере. Участники панельной дискуссии по сути сказали, что да, без углубления интеграции, причем углубления разумного, да, это уже председатель правления фонда об этом много говорил, что да, интеграция хорошо, но у интеграции должны быть свои красные линии, да, за которые нельзя переступать, для того, чтобы поднять общий уровень экономического развития всех участников пятерки, да, а не только один убежит вперед, остальные будут подтягиваться. В мире в целом идет замедление экономического темпа. Финансовые институты, которые сегодня есть, институты развития, как Кыргызско-Российский фонд, он дает динамику для развития бизнеса. Главная наша задача – это помочь Кабинету министров, помочь правительству, помочь президенту реализовать заявленные планы по улучшению и модернизации экономики нашей страны, изменить парадигму экономического развития с сервисно-транзитной экономики на уровень промышленного производства. И тогда экономика нашей страны будет более устойчивая, более сильная, рабочие места не будут зависеть от текущей конъюнктуры, и мы сможем повысить уровень доходов населения.